Культура человека – это не роль, которую он играет, а свет его истинной сути, которую он излучает в любой деятельности. Мы рады приветствовать всех зрителей национального телеканала. В эфире программа «Культура», в студии Элиза Барахоева, и вначале коротко о главном. Кружевная сказка воплотилась в реальность. В Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия прошел мастер-класс под руководством Золтхан Ахильговой. Мы шагаем в ногу со временем. Об обновленном выставочном зале Музея изобразительных искусств нам поведала Лейла Алмазова, главный научный сотрудник музея. В Ингушском государственном театре юного зрителя состоялся концерт лауреатов международных конкурсов солиста Московской филармонии Глеба Степанова и Альбины Плотниковой. 2025 год объявлен годом защитника Отечества. В администрации главы республики обсудили план проведения празднования юбилейной исторической даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заместители министра культуры региона Хаджибекар Мальсагов и Мака Куртоева приняли участие на заседании оргкомитета под руководством главы Республики Ингушетия Махмуда Али Калиматова. На собрании обсудили план проведения празднования этой важной даты. Более 150 мероприятий пройдет в Ингушетии в этом году, объявленном президентом России Годом защитника Отечества. Это праздничные концерты, выставки, спектакли, фестивали, научно-практическая конференция, спортивные соревнования, тематические выставки, конкурсы детских рисунков и буктрейлеров книг о Великой Отечественной войне, а также издания об уроженцах Ингушетии, участниках Великой Отечественной войны и многое другое. В год защитника Отечества Общество знания проведет федеральный просветительский марафон, приуроченный к юбилею Победы. Его планируют с 28 по 30 апреля 2025 года. Площадки откроются во всех федеральных округах, включая города-герои и новые регионы. Центральной площадкой станет Москва. Участников мероприятия ждут выступления ведущих лекторов Российского общества знания, встречи с первыми лицами страны, деятелями культуры, спорта, науки и искусства. Участие иностранных спикеров, возможность задать вопросы и пообщаться с экспертами. Конкурсы и призы от организаторов и партнеров, незабываемая атмосфера и море позитивной информации. Более 25 тысяч молодых людей соберутся, чтобы почтить память героев и обсудить важность сохранения исторической правды. Мы чувствуем святую обязанность отдать дань уважения нашим предкам, настоящим героям, благодаря которым победа стала возможной, отметил генеральный директор Российского общества знания Максим Древаль. Кружевная сказка воплотилась в реальность. В Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия прошел мастер-класс под руководством талантливой Золтхан Ахильговой. Напомним, что красота кружевного великолепия обрела популярность в XVI веке в Италии. Полотно именовали воздушными петлями. Поначалу ажурный материал создавался искусными мастерами обычной швейной иглой. Броский внешний вид обеспечил высокий спрос на кружево, и оно быстро распространилось в дворянских кругах. Не прошло и века, как ткань стала популярной и за пределами Европы. Неудивительно, что ингушские мастерицы тоже преуспели в этом виде творчества. Золтхан Ахильгова увлечена любимым ремеслом, которое не только приносит ей удовольствие, но и является отличным украшением для одежды и очаровательным элементом интерьера. На выставке она представила вязаные кружевные изделия, каждая из которых рассказывает свою историю и создана с любовью и вниманием к деталям. Я этим занимаюсь с 14 лет. Ну, когда бывает время, конечно, я больше занимаюсь. Но будучи замужем, когда дети пошли, конечно, это отстало. А теперь, как время появилось, я опять взялась за это. Шитье, вязание, любое вязание, то ли спицами, то ли крючком, это моя слабость. Я отдыхаю, я люблю. Моя мать была большая рукодельница. Она чего только не делала, но я не успела с ней у нее. Ну, видимо, передалось это все-таки. В 1978 году связала петельчатые 2 ковра. Это мы в Ростове. И еще что я могу сказать? Ну, конечно, всякие вышивки, кофты вязала пуховые. Детям, ну, от носков до платьев, до кофточек. Вот сейчас одна еще кофточка у меня там почти готова.
От нежных светлых кружевных воротничков до ярких и стильных свитеров, от восхитительных салфеток до уютных скатертей. Каждая деталь несет в себе частичку авторской души. Ее работы подчеркивают не только технические навыки мастерицы, но и ее философию жизни. Каждый элемент работы, от выбора цвета до стиля исполнения, говорит о стремлении передать тепло своей души. Эти изделия способны согреть в буквальном и переносном смысле, вызывая ощущение домашнего тепла и заботы. Вот эта красота, ее должны видеть люди, должны видеть наши ингуши, девочки, взрослые, женщины, дабы к этому как-то пристраститься, заняться вот этим делом. Это ж в любом случае вязание крючком сегодня мы не можем сказать, что это очень часто встречается, вот эта работа. Она почти не встречается. Очень редко кто этим занимается, потому что других интересов много. Вот. И поэтому это все должны были видеть люди. И вот сегодня вот так вот получилось. Я надеюсь, что ей это сегодняшний день запомнится надолго. Выставка впечатлила всех своей красотой и изяществом, погружая посетителей в мир тончайших узоров и великолепия кружевного искусства. После официальной части открытия Золотхан Ахильгова провела мастер-класс для гостей, особое внимание уделив детям. Вот это я уже обвязала, хожу, и горловину тоже уже обвязала. А еще надо обвязать. Она щедро поделилась секретами своего многолетнего творчества, показывая тонкости и особенности создания кружевных изделий. Мне очень нравятся ее работы, так как они созданы не с помощью каких-то красок или чего-то еще другого. И все эти картины, они имеют глубокий смысл, над которым стоит задуматься. Я хотела научиться новому вязанию, как научиться плести. Мне было очень интересно плести, потому что моя бабушка много вязала, и поэтому у меня был интерес к этому, поэтому пришла. Я плету косынки большие, маленькие, средние, шарфы плету и так далее. Потому что раньше наши прабабушки, прапрабабушки плетали такие косынки, и раньше их носили. И я хотела научиться тому же вязанию, то есть возродить это все, и чтобы дальше научить детей этому плести. Историю возобновляете и так далее. Дома вязала маме 2 платки, не средние, маминой подруге связала большой платок, красивый получился. Гости, родственники и друзья мастерицы выразили восхищение ее талантом. Директор Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия Любовь Томгоева поблагодарила Золотхана Ахильгову за презентацию своего творчества и вручила ей диплом за проведение выставки и мастер-класса в стенах музея. Каждая работа – это результат кропотливого труда и тщательного выбора материалов. В процессе работы она не просто соединяет нити, но и вкладывает в каждую петлю свою любовь и вдохновение, отметила Любовь Исаевна. Кружевная сказка оставила неизгладимый след в сердцах всех присутствующих, наполнив их вдохновением и любовью к прекрасному. Выставка продлилась 3 дня, и каждый желающий смог не только насладиться представленными работами, но и приобрести понравившиеся изделия. Отметим, что Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия – это не только площадка для интересных мастер-классов и различных выставок, но и сокровищница, хранящая культурные ценности, которые представлены в постоянной экспозиции. Недавно в рамках федеральной программы при поддержке Министерства культуры в музее проведено обновление. А благодаря активности и энтузиазму руководства музея и его сотрудников внедрены новые технологии. В итоге зал заиграл новыми яркими красками. Чтобы рассказать об этом подробнее, мы пригласили к нам в студию главного научного сотрудника музея Лейлу Алмазову. Здравствуйте, Лейла. Лейла, теперь у вас даже картины оживают. Расскажите подробно о том, с чего вообще началась идея по обновлению и по какому принципу вы работали, по какому принципу вообще отбирали те самые экспонаты, которые будут представлены в постоянной экспозиции. Благодаря национальной программе «Культура» при поддержке Министерства культуры Республики Ингушетия наш музей был обеспечен экспозиционным оборудованием и оборудованием для хранилищ музея. Благодаря этому оборудованию у нас заработала программа «Ожившая картина». Вы, кстати, делали репортаж по этому. И также была оснащена этой программой мультимедийной
сакля горцев Ингушей 19-20 века. И это большое подспорье для нас, для сотрудников музея, и привлекает к нам еще большее количество посетителей музея. Так что это очень хорошая программа, это очень нужное для нас оборудование. И мы надеемся, что зритель наш оценит по достоинству это обновление и эти новшества, которые мы ввели в последнее время. Ну, мне удалось пообщаться с посетителями, люди действительно с восторгом отзываются. А когда заходишь в музей, понимаешь, что здесь переплетаются времена, эпохи, есть очень много исторических ценностей, культурных ценностей. И в то же время, когда это все обрамлено вот в такой вот современный формат, это очень интересно даже для меня и для нашей съемочной. Было очень неожиданно, когда ты подошел и смотришь на картину, на уже известное полотно ингушских классиков, и вдруг неожиданно Да-да-да, она оживает. Очень интересно, и на самом деле вот технологии дошли до того, что получается, если художник запечатлел определенный момент, то получается и искусственный интеллект, он как-то дорабатывает в движении и показывает еще продолжение этой картины. Это очень здорово. А по какому принципу отобрали работы, которые будут оживать? Это 4 полотна, насколько мне известно. Пока 4 полотна, но мы надеемся, что в дальнейшем это будет больше картин. То есть на этом не останавливается? Но я думаю, да? что нет. У нас будет это продвигаться, эта программа, и более усовершенствованно внедряться в экспозицию музея. Вот. Ну, а так, в большом зале нашего музея, как вы знаете, открылась выставка «Ингушетия из древности до наших дней». Вот. И в ее экспозиции представлены работы ингушских художников, это декоративно-прикладное искусство и живопись. Ну, здесь представлены работы, вот то, что касается декоративно-прикладного искусства, этой части экспозиции, то представлены работы таких замечательных мастеров, как Бекхандах Кильгов, Адам Галаев, Хамчиев Юсуп. Ну вот то, что касается художников по художественной обработке металла, это яркие такие экспонаты принадлежат Бекхану Дахкильгову. Это доспехи средневекового воина, ингуша. Сначала мастер исполнил копию кольчуги древнего ингушского воина Хачубара Евлоева, а подлинник этой кольчуги хранится в Ингушском музее краеведения имени Тугана Мальсагова. Он сделал копию этой кольчуги, выполнил. Она, кстати, состоит из 35 тысяч колец. А затем… Вес у нее, интересно, какой? Более 9 килограммов, как он рассказывал об этом. Затем он дополнил экипировку мечом, саблей, шлемом и налокотниками. Также в экспозиции музея представлены его ювелирные работы. Это кинжал Возрождения, потом аксессуары к национальному костюму женскому, ингушскому. Это шапочка, затем нагрудник и пояс. А то, что касается мастеров по художественной обработке дерева, резьбе по дереву, то в экспозиции представлены работы Юсупа Хамчиева. Это декоративные панно из различных пород деревьев. И также фигурки выполнены также из дерева. И замечательные работы очень талантливых мастеров Магомеда Кариева и Башира Кариева. Это 2 брата, но очень талантливых брата. В нашей экспозиции представлены его чаши, выполненные из древесного капа. И чаша называется она «Нардский ковш». Она выполнена в стиле скифских сосудов. Вот. Также украшением нашей коллекции являются национальные костюмы, женские национальные костюмы, выполненные Инаркией Вазиной и ее дочерями. Таким ярким экспонатом в этой коллекции костюм Зины Инаркиевой «Царица», который очень богато вышит орнаментами национальными. Бордовый, да? Бордовый, да, большой, такой красивый Золото. очень, да, такой значительная такая работа. Это как вот память о ней. Мы это очень рады, что являемся обладателями этой коллекции. Действительно царственный такой. Да. Также еще нельзя обойти вниманием и коллекцию холодного оружия, которая тоже представлена в нашем музее. Это сабли, кинжалы конца 19-го, начала 20 века. Вот наиболее такой значимый экспонат этой коллекции – это сабля Гапура Ахриева, ингушского революционера. В экспозиции имеются и войлочные ковры, выполненные Зейнаб Зараховой.
с такими традиционными узорами. Это геометрические, зооморфные и растительные узоры, традиционные для ингушского ковроделия. Ну и другая часть этой выставки – это живописное искусство. Мы постарались выбрать работы на национальную тематику, в общем-то, и декоративно-прикладного искусства, и живописного искусства. Там в этой части коллекции представлены работы таких видных художников, как Исаушев, Алиха Шигульгов, Хасол Такеев. Это сюжетно-тематические работы на национальную тематику, а также портреты, натюрморты, тоже написанные в национальном стиле. Это натюрморты Зелимхана Паланкоева, Заремы Базиевой и целого ряда других талантливых художников. Вот. Мы думаем, что эта выставка, это масштабная выставка, на ней представлено очень много экспонатов, в ней представлено. Вот. И я думаю, она вызовет большой интерес у наших посетителей. На удивление, несмотря на то, что у нас маленькая республика, нас не так много, но у нас очень много талантливых людей. Да, действительно, у нас очень много талантливых художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. И нужно отметить, что изобразительное искусство Ингушетии развивается практически по всем направлениям. И по своему мастерству, и по своему профессиональному уровню наши художники ничем не уступают художникам Северного Кавказа и даже и России. И это можно сказать, как я уже сказала, и про мастеров декоративно-прикладного искусства, и про живописцев, художников. Вот. И я думаю, что этот процесс будет продолжаться. Художники совершенствуют свое творчество, свое искусство. И выставки, которые мы планируем и будем организовывать, экспонировать их произведения, они будут производить должное впечатление на наших зрителей. Также в Большом зале действует постоянная экспозиция искусства русских живописцев. Это коллекция известного бизнесмена, мецената, коллекционера Владимира Ивановича Некрасова. В этой экспозиции представлено 49 произведений, живописи и графики видных советских художников. В ее экспозицию вошли картины таких художников, как Аркадий Пластов, Михаил Кончаловский, сын выдающегося русского и советского художника Петра Кончаловского. А затем работы Бориса Щербакова и Михаила Куприянова, а также других видных советских художников. Вот. Эти работы созданы в различных тематических жанровых направлениях. Здесь представлены и сюжетно-тематические работы, и портреты, натюрморты, пейзажи. В общем, очень интересная коллекция, и посетители, которые посещают наш музей, они тоже живо интересуются и всегда восхищаются высоким профессионализмом и высоким художественным уровнем исполнения этих работ. Но очень интересно, на самом деле, получается, что русская классика соседствует с красивыми горными пейзажами Ингушетии, и это все как-то неожиданно гармонично сочетается, я бы сказала, вот если уже смотреть на это как посетитель, да, который часто бывает в вашем музее. Очень красиво, очень гармонично. А скажите, вот эта самая постоянная экспозиция, которая сейчас представлена в зале, как часто она обновляется? То есть это будет где-то лет на 5, она вот в таком виде, или это сложно спрогнозировать? Что влияет в дальнейшем на изменения? Ну, я думаю, что она, видимо, будет, но не принципиально изменяться, но основные такие вот работы будут присутствовать. Это постоянная, в общем-то, экспозиция. Но по мере поступления новых работ мы, наверное, будем частично обновлять эти экспозиции, чтобы они были интересны для наших зрителей. Вот по такому принципу. И предугадать, конечно, спрогнозировать очень сложно. Да, пока сложно. Будем надеяться, что у нас будут интересные экспонаты, которые мы будем рады показать нашим зрителям. Но мне очень понравился такой подход, когда непосредственно мы работали со съемочной группой в стенах музея. Я спросила, наверняка здесь собраны самые лучшие работы самых лучших художников. На что мне сотрудники вашего музея ответили: Элиз, на самом деле у нас очень много хороших художников, у нас очень много действительно лучших, достойных работ, но не все они поместились в зале, и поэтому сказать, что только самые
самый лучший и кого-то обидеть, это будет несправедливо. И такой подход мне показался очень таким правильным, грамотным. Действительно, и в фондах музея хранится очень много такого добротного материала, я бы сказала. И в дальнейшем я уверена, что вы будете радовать нас, выставляя, показывая, демонстрируя как жителям, так и гостям. И в этот зал действительно очень приятно привести не только родных и близких, но и гостей, которые впервые посетили Ингушетию. Действительно достойная, такая вот красивая очень экспозиция. Спасибо. Помимо большого зала, в котором у нас постоянные экспозиции, 2 выставок, у нас есть еще зал живописного искусства, но не только живописного искусства, это зал, где постоянно обновляются выставки, мы экспонируем новые выставки. Вот. И у нас в этом году запланировано очень много интересных выставок, персональных выставок, и тематических выставок, и выставок, приуроченных к 80-летию Победы. Поскольку этот год объявлен годом защитника Отечества, да, и именно по этой тематике у нас готовится целый ряд выставок. Я думаю, они тоже будут очень интересны для наших зрителей. Спасибо вам, спасибо за интересную беседу, удачи в работе. Спасибо. Завораживающие звуки виолончели и фортепиано прозвучали в стенах Ингушского государственного театра юного зрителя. Здесь состоялся концерт лауреатов международных конкурсов, солиста Московской филармонии Глеба Степанова виолончель и Альбины Плотниковой фортепиано. Концерт прошел в рамках тура артистов по Северокавказскому федеральному округу и приурочен к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, выдающегося композитора Серебряного века. В программе концерта особое внимание уделено наследию русской и советской музыкальной культуры, в том числе и кавказских композиторов. Напомним, что музыкант Глеб Степанов является основателем и художественным руководителем Крымского музыкального фестиваля, который проводится в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры России и Совета Федерации Федерального собрания России. В рамках поездки по Северокавказскому федеральному округу мы уделяем внимание редко исполняемым произведениям, в том числе композиторов, которые жили и работали на Кавказе. На мой взгляд, это тоже очень важно сохранять и пропагандировать их творческое наследие для широкой публики, которая звучит гораздо реже, чем хотелось бы. И вот мы по мере своих сил и возможностей стараемся это делать. Концерт состоял из 3 частей. Были исполнены произведения Чайковского, отечественных композиторов, кавказских композиторов. Программа была достаточно интересная. Некоторые произведения многие услышали впервые. И реакция зала была достаточно такая эмоциональная. Было восприятие того, что звучало со сцены. И, конечно, это было и стимулом для выступающих артистов, им было приятно. Ну и, конечно, это было и полезно, и интересно всем нашим зрителям, нашим музыкантам. Фестиваль пропагандирует наследие российской музыкальной культуры. С 2014 года в фестивале активно участвовали музыкальные коллективы ЛНР и ДНР.
Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. В Ингушском государственном мемориальном комплексе жертвам репрессий открылась видеовыставка «Блокада. День за днем», приуроченная ко дню освобождения Ленинграда. Напомним, что 8 сентября 1941 года начался отсчет тех самых страшных дней для жителей северной столицы. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Благодаря стойкости и мужеству горожан город на Неве выстоял эти тяжелые испытания. На выставке в мемориальном комплексе вы узнаете много фактов о блокаде и отдадите дань памяти погибшим. Рекомендуем к посещению. На этом у меня все. Берегите себя и своих близких. Спасибо за внимание. До свидания.